Доставщики, так сказать, еды, таксисты. Вы правда считаете, что эти люди очень нужны экономике России? Трудовые мигранты из Центральной Азии в России столкнулись с совершенно новым уровнем давления со стороны властей. Значительно участились отказы во въезде, депортации, групповые задержания с унижениями и абсурдные антимигрантские заявления политиков федерального уровня. Так, например, только по официальным сообщениям властей число депортаций увеличилось на 20% по сравнению с 2024 годом. Ты приехал сюда работать! Ты приехал сюда работать! Работай! Свой не открывай! Ты раб! Раб русский! Группу мигрантов из Таджикистана уже неделями удерживают в московском аэропорту Жуковский в нечеловеческих условиях. На видео, которое мигранты отправили Радио Свобода, десятки мужчин заперты в помещении, заставленном железными кроватями. В комнате нет окон и кондиционеров. Некоторые люди лежат прямо на бетонном полу. Некоторым едва хватает места, чтобы присесть. Я здесь уже 10 дней. Нам дают лапшу быстрого приготовления раз в день. И больше ничего, рассказал один из мужчин. Он добавил, что в одном помещении находится около 75 человек. Среди нас есть человек с больным сердцем, говорит один из задержанных. Мы сообщили российским властям, что хотим купить билеты обратно и вернуться в Таджикистан, но нас удерживают здесь, не выпускают и не разрешают вернуться домой, говорит другой мужчина. Граждане Таджикистана были доставлены в аэропорт после того, как российские суды вынесли решение об их депортации. Власти России не комментируют причины задержания мигрантов в аэропорту. Не пускать в страну, запретить им привозить свои огромные семьи. Что они тут делают? Они сидят в очереди и нас не пускают. В медицинских учреждениях, в социальных учреждениях. Их дети, плохо зная русский язык, дети неквалифицированных мигрантов, создают очень нервозную обстановку в школах. Женщина из Кыргызстана рассказала «Мигрант-медиа», что 1 августа сотрудники полиции оскорбляли ее и унижали, удерживая более 24 часов в переполненном помещении в аэропорту Жуковский. Говорившая на условиях анонимности женщина утверждает, что ее и еще нескольких пассажиров рейса из Оша привели на допрос по прилету в Москву. Женщина, которая носит хиджаб, поведала, что полицейские расспрашивали ее, почему она в платке, и пытались обвинить ее в просмотре экстремистского контента в телефоне. Нас закрыли в душной комнате без окон. Там было несколько железных кроватей. Кормили только просроченным Ролтоном. Одной девушке стало плохо. Мы постучали в дверь. Когда сотрудник открыл дверь, мы попросили его вызвать скорую помощь. Он позвал другого человека в форме с электрошокером, рассказала она. Забирают с улиц людей неславянской внешности. Говорят, что они с ними договорятся или депортируют. Избивают их, выворачивают все у них из карманов, ни в чем вообще не обвиняют, снимают отпечатки пальцев и говорят, что вот сняли отпечатки пальцев, теперь мы тебя депортируем. Со слов очевидцев, по прилету в Россию мигранты сталкиваются с беспрецедентными проверками, вплоть до того, что вынуждены отвечать на вопросы по поводу своих телефонных контактов. Телефоны отбираются и проходят тщательную проверку, в основном на предмет наличия религиозных материалов любого характера. Также проверяются социальные сети. С учетом активного освещения всех этих действий федеральными телеканалами и пропагандистскими телеграм-каналами, естественно, в итоге градус ненависти в обществе начал достигать такого уровня, что русское население в итоге начало откровенно кидаться на трудовых мигрантов на улицах своих городов. Не говоря уже о постоянных силовых акциях со стороны таких националистических группировок, как русская община. Пошла нахуй, узбекская сучка. Отсюда. Я в рожу, что ли, дали? Идите в свою сторону, идите в свою страну. Сейчас... Чего вы? Какая с ума сошли? Телефон потеряешь. Вам сказали, нам не нравится, что вы себя так ведете. Какая вам разница вообще? Не есть разница, это моя страна. А вы из какой страны к нам приехали? Из Таджикистана. А вы знаете, что там запрещено вот так одеваться и ходить в хиджабах? И что? Ну, так в нашей стране тем более так запрещено ходить, это только ваххабиты ходят. Несмотря на то, что ситуация обостряется с каждым днем, режимы стран Центральной Азии, как и всегда, не предпринимают никаких серьезных мер для защиты прав и достоинства своих граждан, кроме дежурных заявлений о выражении обеспокоенности.
Мы не ставим под сомнение проводимые в России мероприятия по проведению миграционного поля порядок, однако они не должны создавать нервозность в обществе и информацию.